Здравствуйте, калмычки за рубежом. Здравствуйте, дорогие калмычки за рубежом. Продолжаем уроки калмыцкого танца «Танец Тошу». Самое интересное, самое вкусное мы оставили на конец, на финал. Первый урок. В первом уроке мы разберем ход. Музыка трехдольная, поэтому мы когда танцуем, считаем до 3. Соответственно, в ногах 3 шага. тоже шаг идет у нас 3 шага. Мы идем правой, левой, правой. Повторяем. Правой, левой, правой. Не сбиваемся правой, левой, правой. Правой, левой, правой. Не сбиваемся правой, левой, правой. Теперь попробуем под музыку. И раз, два, когда мы делаем основной ход, добавляется поднятие стопы на полупальце левой ноги. Смотрите. Правая, левая. Когда мы делаем шаг правой ногой, левая поднимается на полупальце. Поднимается пятка наверх. И приподнимается немного пятка. Еще раз. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Опять правой. Раз, два, три. И раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Еще раз. И опять начинаете справа. Каждый раз начинается с правой ноги. Раз, два, три. Раз, два, три. Чтобы начать с правой ноги, опора у вас на носочки. И начинаете с правой ноги опять. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Когда будете делать быстрее, уже не будет так сильно заметно. И не нужно будет прям так сильно опираться на правые носочки. Когда делается быстро, это очень незаметно. Видите? Это не будет так преувеличено. Сейчас я преувеличиваю, чтобы вам было понятно. Покажу вам ноги поближе. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. 3 паузы. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. 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 Каждый раз вы должны придерживать паузу. Приподнятие пятки. На 3-й шаг приподнимается пятка. Она не должна сильно приподниматься, но чуть-чуть, да. И сделать паузу после 3-го шага. Попробуем еще раз под музыку. И
этим ходом очень сложно идти, поэтому не делается. Постоянно идет продвижение вперед. Если вам нужно поворачиваться, то будет все время вперед, впереди всем корпусом, поворот идет. В другую сторону то же самое. Но назад не делается ход. Видите, все время идет продвижение вперед. Если поворот, то будет вперед и поворот всем корпусом. В другую сторону то же самое. Влево, вправо. Но вперед-назад нету. Есть только вперед. Корпус в тавшуре должен быть очень статичный. То есть корпус вы должны зажать очень прямой, очень красивый, шея длинная. Еще раз под музыку. И... Бокового хода здесь нет. Вы должны идти вперед. Вперед и направо. Если вам нужно налево, то вы идете вперед и налево. В повороте вы должны идти вперед и поворачиваться. Налево то же самое. Давайте сделаем ход на месте вместе с музыкой. Будем делать поворот направо, поворот налево. И ход будем делать 4 в сторону, 4 в другую сторону. Вот так, как бы зигзагом таким. Вот, давайте с музыкой.
еще хотела сказать, что очень частую ошибку, когда будете уже быстрый ход делать, то есть такая тенденция скакать. То есть не должно быть вот такого скакания, не должно быть приподнимания наверх. Здесь вы должны, как будто бы у вас стакан воды на голове, и он не должен упасть, не пролиться вода. Вы должны сидеть на присогнутых ногах, и поднимается только пятка, а не весь корпус. Хорошо? Это вы должны очень внимательно присмотреться к себе в зеркало или к своему движению, присмотреться, чтобы вы не прыгали. Не должно быть вот такого. Это неправильно. Вы должны задержать корпус в одной позиции, и ноги присогнутые и на одном месте. Это все равно, что как в русском танце лебедушки, хоровод такой, когда под платьем не видно, как двигаются ноги. То же самое в калмыцком танце это тавшур. Корпус в тавшуре должен быть очень статичный. Он не должен двигаться, не должен сгибаться никаким образом. Да? Вы как вот застыли в этой позе. Ну, сейчас в позе без рук, а когда с руками будут двигаться руки, будет поворачиваться немножко корпус, но он не должен быть пластичным, он должен такой вот застыть в одной позе. Должно быть у вас подтянуто все тело, живот подтянут, плечи должны быть назад, расправлены, и шея должна быть очень длинной. Это танец как для королей, для знати. То есть вы должны показать всю свою красоту. На данный момент мы делали ход очень медленно. В следующем уроке мы приступим к более быстрому ритму. Но на сегодня я думаю, что мы оставим медленно. Хотя очень хочется уже побыстрее. На самом деле с музыкой будет быстрее. Будет на каждый такт будет ход. Вот сейчас мы сделали на каждые 2 такта у нас 1 ход. Я очень надеюсь, что вам понятен наш разбор хода тавшура. Если что-то непонятно, то опять-таки пишите в комментариях под видео. Всего вам хорошего и увидимся на следующем уроке. А ты учишь калмыцкий танец?